В Сыктывкаре на финишной прямой ремонтная кампания по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это 12 участков, самый крупный малая объездная, которую планируют завершить до конца сентября. За качеством работ следит специальная комиссия. Есть ли претензии к подрядчикам и какие планы на следующий год, знает Ольга Коняева. 400 миллионов на дороге Сыктывкара, в основном федеральные средства. Нужно не просто освоить качество на первом плане. В приемочной комиссии представители заказчика, исполнителя и впервые сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции по предложению министра МВД Коми. Контролируют и процесс укладки муниципальные дорожники и сотрудники Управтодор Коми. Под рукой у них специализированное оборудование, лаборатории для испытаний, в том числе материалов. С этого года в столице используют щебеночно-мастичный асфальтобетон уже следующего поколения. В настоящий момент и на улице Малой Объездной мы уже реализуем следующий материал. Называется ЩИМА-16, в котором используется щебень более крупных фракций. И перед последующим уже нашим подрядчикам поставлена задача перехода еще на более крупные, то есть щебни, то есть это ЩИМА-20 возможно, то есть верхний слой не менее 6 сантиметров. По нацпроекту в столице Коми обновили 12 улиц. Осталось принять участки на Пушкина, Сысольском шоссе и Малую Объездную. Это самый масштабный объект. Стратегическая для разделения транспортных потоков артерия почти готова. Уже в октябре обещают открыть более 3 километров новенького асфальта. Тротуары до жилых домов и прогулочной лыжной трассы. Выезд на Октябрьский расширен. Изменится конфигурация светофора, установят светодиодное освещение. В этом году заранее учтены замечания автолюбителей, к примеру, по поводу разницы в уровне дороги и люков, которые порой приходится объезжать. Это соответствовало критериям качества, есть допустимые параметры понижения таких элементов на дороге, все находилось в допустимых параметрах. В этом году мы особенно обращаем внимание на такие вещи и хочу сказать, что в подавляющем большинстве случаев уровень у нас одинаков. То есть вот этот субъективный фактор, который для нас также важен, это мнение горожан и автолюбителей о создании дополнительного комфорта при движении по дороге мы также учитываем. В Эжвинском районе работы выполнены, приняты и оплачены. Улица Школьная, Весенняя, Юности, Бумажников и Калинина. Ремонт вышел почти на 60 миллионов. Была, правда, и работа над ошибками. При приемке работ, выявлены были несколько дефектов. Это улица Юности, улица Калинина и проспект Бумажников. Это вот то же самое, что Дмитрий Валерьевич рассказывал, когда при высокой температуре раннее открытие для эксплуатации дороги, поэтому подрядчик устранил эти замечания, переделал где-то в районе 300 квадратных метров по всем 3 улицам. Гарантия 5 лет, по Малой Объездной все 8. Кроме того, подрядчик оставил денежный залог в случае, если не исполнит гарантийные обязательства. В идеале по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к 2024 году в столице Коми в нормативном состоянии должны быть 85% транспортных артерий. В следующем году по нацпроекту в Сыктывкаре отремонтируют еще 11 участков, в том числе в поселках Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Вальтедор, Нижничев. Крупными объектами станут Сысольское шоссе от Маркова до выезда из Сыктывкара и улица Индустриальная. Сейчас это фактически грунтовая дорога, по которой машины еле ползут. Предстоит серьезная реконструкция. После Малой Объездной это будет второй дублер Октябрьского проспекта. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.